Я не знаю, у меня очень сильное давление поднялось на экзамене, плохо было. Большинство присутствующих – это те, кто попросту переволновался во время основного срока сдачи ЕГЭ. Тандила не знает, что стало причиной плохого самочувствия на экзамене. Да и это уже не имеет значения. Важно лишь поступление в заветный вуз. Девушка хочет стать маркетологом. Это получилось очень спонтанно. Вообще я хотела медицинский, потом я занималась еще в 10 классе, потом передумала. Думала, какую бы специальность выбрать. Сдавать экзамены в резервные дни сложнее, признаются ученики. В аудитории гораздо меньше участников, и все внимание наблюдателей приковано к ним. Также среди выпускников бытует мнение, что задание основного периода легче. Не всегда поводом для пересдачи становится волнение. Иногда рассеянность может сыграть плохую шутку. Оказалось, что я не отметила устную часть английского, когда выбирала экзамены. Это была роковая ошибка, как оказалось, но я этого не знала. Поэтому, когда я приехала на экзамен 21 числа, меня не было в списках, и мне сказали, что нужно написать заявление. Я написала, и вот мне разрешили сдать сегодня экзамен. Сейчас такого волнения нет. Единственное желание поскорее закончить с этим совсем и отдохнуть 2 месяца. Это все, что я хочу. Это моя мотивация. На базе 6-й школы Насыркорта 18 детей пишут литературу, 124 выпускника биологию. Кстати, в этом году структура и содержание последнего экзамена не поменялось. Лишь время его выполнения увеличено с 210 до 235 минут. 9 учеников сегодня сдают устную часть английского языка. В отличие от других предметов, устную часть ЕГЭ по английскому языку проводят в 2 аудиториях. В первой они заполняют бланк регистрации, а во второй проходит тестирование без участия экзаменаторов. Ответы сохраняются прямо в компьютере. Затем записи прослушивают эксперты. Сами задания появляются после введения кода активации. В каждом кабинете он индивидуальный. У некоторых были опасения, что дистанционное обучение негативно скажется на результатах ЕГЭ. Однако, по данным Рособорнадзора, напрасно. Результаты выпускников этого года по профильной математике, физике и истории лучше, чем их предшественников. Однако без изменений в связи с пандемией все же не обошлось. Для получения аттестации, итоговая аттестация была разделена на 2 уровня. В виде государственного выпускного экзамена, ГВЭ-аттестат, и в виде единого государственного экзамена. Для детей, которые желают поступить в высшее учебное заведение, нужно было сдать единый государственный экзамен. Это обязательно предмет русский язык, но и по выбору необходимый для поступления. Для детей, желающих только получить аттестат, могли сдать в форме выпускного экзамена русский язык и математику. Продлятся резервные дни до 2 июля включительно. Дополнительный этап пройдет с 12 по 17 июля для выпускников, получивших 2 на ЕГЭ по русскому или не сдавших экзамен в основной день по уважительной причине. Хава Газикова, Магомед Дидигов. Новости 24.